Такая речь. Чим дадим? Чем будете презенте? Это, разумеется, это из раздела робіт, из раздела придумать. Белорусі всі є. Кожен з нас. Коли запитаєш, він ведає лист за усіх. Що об'єднає, як шанс, чим повинувати. Кожен білорус ведає лист за останнє. Вот и Женя пришел привитаниться. Ну что, а маленький? Прямо на руле. Такую речь хотят поблизить. Ну, уже все. У меня больше Саша! бумага полетит. Так, кто смотрит, отпишите звук как есть. Ой, Павел, Юрий Александрович. Нет, как хотите, можете. Ты вельми выступил разумно и правильно. Отчувається, що ти є практикований фінансовий. Так, витаю так само. возраст такой. Опыт. Отпишите насчет звука, как? Слышно? Может подходит какой контакт. Все добро, ну, все добро. Так, что? По разным сведениям информация была разная. В одних источниках написано, что в 14:30 начинается, в других, что в 14:15, поэтому люди тут уже стоят, я запустил в 14:15. Народ потихоньку собирается. Так, вот, люди собираются, поэтому вы тоже собираетесь. Сейчас мы находимся в Орше возле памятника Владимиру Короткевичу. И здесь, скажем так, запоздалые празднования Дня родной мовы. Мы знаем, что это было 20... Что? Привет. Привет. Это было 21-го, но тут такое дело, что видите, как выходной. Так, ну что, вы все готовы? Люди собираются, Все сейчас готовы. будет мероприятие, которое потом продолжится в помещении. Также сюда приехал Павел Северинец. Вот. Пошли, шановные сябры, давайте в публику идем одразу. Лена, ну давайте Высказаться. Пошли, Лена, кто? Кого другие все хочет, рок-рокою, кого? Третий, кто и так далее, по парам. Я так сам. Костя будет? Дайте сюда, пожалуйста. Да, четвертый этот самый. 5-6, а хто що мені колошов? Чудовно. Що? Головне всіх построїть, да. Так. А ми ж так само будемо. Только не сядьте, коли ласка, на окуляри. Шановні сябри, подходьте все ближе, что ж вы там стали? Вы же все тут. Вы же все тут. Так, извиняйте, если что, картинка бывает вверх уходит, поскольку я также еще и фотографирую, как вы можете услышать по звуку зеркала. Так, все готовы. Кто там еще идет? Нас почекайте. Чекаем. Заходьте, подходьте, коли ласка все. Подходьте. Шановні сябри, щиро вітаю вас для нашого славута земляка Владимира Семеновича. І вітаю і віншую вас Днем родної мови. Ви їдете 21 лютого. Ми завжди відзначаємо День родної мови. І цей цілий тиждень, так само тиждень мови.
Поэтому мы собрались все, как шановать нашу родную белорусскую мову, как прочитать верш про мову, який написал наш славутый земляк Владимир Короткевич. Щиро віншую вас со святом. Ну и почнем с верша. Ёсць паданне зямлі, што разбурыць калісь вавілонскую вежу Адам, і няўмольна сольюцца ўсе мовы зямлі у одну няродную нам. Пойдзе ў змрок у атрутных верхніх сцень, паткаючы правень. Я нещастя, не будучых дзён не жадзён, хай пятля, хай палепці ў журбе, хай не будзе нещастя, не будучых дзён, калі ў іх не будзе цябе. Сирота, по з'едливой воле богов, гинучи мой корабель, хай не буде світання у народа моего, калі досвідком здрадзі цябе. От палеткаў райских легкой ступой збочу я до пекельных котлов. Калі першы жа ангел на мове маёй мне не скажа: братка, здоров. І няхай да мяне не прыйдзе вясна, песня шчасця, каханне, спакой, все одно не змяніў твой чорны праснак на атруту пшаніцы чужой. Ты мой ясный хлеб и каханы май, песня продков, нащадков поли. Без тебе, не с тобой, не потребен мне рай. На души, в небесі, на землі. Шановные сябры, живе Беларусь, живе белорусская мова! Живе! Давайте ускладем кветки бело-червоно-белые. Зараз да Владимира Семеновича у знак удзячнасці яму за цудоўны верш, за тое, што ён пісаў, жыў і будзе вечна жыць таксама з нашай роднай беларускай мовай. Хто жадае яшчэ прачытаць верш, калі ласка, прадстаўцеся толькі і скажыце, што і каго будзе. Питання, слава, імя. Батькушина. Верші Короткевича. Короткевича, верш бацькажа читае Слава, Вячеслав. Вячеслав, калі ласка. Загарэў за брамай неба край. Месяц паміж воблачкаў плыве. Выйду зноў, як у мінулы май, басаноч пройдуся по траве. Дымная, студзёная роса, цёмныя ў траве ад ног сляды. А такога рослага аўса я не бачыў доўгія гады. Бачыш, мызы спляліся, як павець, светлякі мігцяць, гараць святлей. Перад тым, як звонка ў лозах пець, прачышчае горла салавей. Лашыцца трава да босых ног, з дальніх папулоў плыве ракой ледзь прыкметны сумны халадок, подых юню ходзячай маёй. Паімчаць за ёю наўздагон, хоць і схопіш, всё адно падман. Дзе каханне тых мінулых дзён, весніх паркаў бэзавы туман. Нават шкадаванне, дзе яно? Зноў вясна, і жаль знікае зноў. Так губляюць пах перад вясной сохлыя сцябліны полыноў. Ціха змокае ў сне рака. О, як добра, як прыгожа жыць. Раска, як русалчына луска, на вадзе ад месяца гарыць. А вакол травіцы роснай рай і бярозак белая сям'я. Мой чароўны беларускі край, бацькаўшчына светлая моя. Дякую. Ну а теперь, шановные сябры, давайте мы на память со сцягам товариства белорусской мовы зробим агульный здымок. Калі ласка, падыходзьце. Я и забыўся, что у нас такі ёсць. Не, ці правильно? Правильно, Правильно. Цудоўный, цудоўный. Я Калі ласка, падыходзьце ближэй, шчыльненько все. Все, калі ласка. Ну, ёсць кому здымаць, Виктор. И все остальные. Стрелять не треба, на что ж нам отстреливать? Все. Дякую всім, а зараз йдемо на офіс, де протягнемо наше святкування Дня родної мови. І зустрічу Павла Чаяринцев, він приїхав.
Игорь, привитание. Так, ну что, сейчас мы переходим в офис. Саша Булавка, он за Сашем Криваской, и он господар офиса, а мы идем до офиса. Пошли за компанию пойдем. Ну, пошли. Так, посмотрим. Ну, кто говорил, что мало народа, я бы не сказал, что так уж мало народа. Вполне себе для районного центра достаточно. Это надо толку, да, писать? Что? Тут толку, что если там толку туда идти? Да, сейчас в офис идем. Я ж не знаю, где это, куда идти. Это туда, сейчас заведу тебя. А вечером в Брест голубей кормиться. Ты домой не будешь заезжать сразу? Нет, буду, конечно, заезжать. Заехать, поесть, там собрать немного, подзарядить аккумулятор. Потом голубей кормить, а дальше там видно будет как. Если вернусь в понедельник, отдохну, потом во вторник в 18:00 в Минске будет на Костричницкое мероприятие. Вот Павел будет там. И, ну, люди, ты видел форумы эти «Свобода политзаключенных»? Да. Вот, приняли решение, значит, с портретами политзаключенных выйти на площадь. Ну, а если оттуда потом вернусь на следующий день, то потом видно будет, что как. Новостей сегодня не будет, скорее всего. Просто тупо не успею. Так, ну как, ну понятное дело, ты же на компе монтаж робишь. Чего? Это идет прямо в прямой эфир. Это я понимаю, вообще, вот, которые ты какие-то ролики, когда вылаживаешь, ты же монтаж видео робишь на компе. Да. А что ты, какая-то программа какая-то? Adobe Premiere. А на смартфоне не робишь ты монтаж? Нет. Я видел, показывал, да, вечер, как есть программы такие, ну полноценных, просто я посчитал, нет полноценных программ для монтажа, наподобие как Premiere, только для смартфона. Там, вернее, есть Premiere мобильный, но там платная версия, и оно как бы, смысл какой. Я на мобильном стримы запускаю. Итак, вот, мы идем сейчас по улицам города в сторону офиса. Там сейчас продолжится мероприятие, связанное с Днем родной мовы. Также Павел Сверениц будет презентовать свою книгу «Каменное сердце». Сейчас мы все это увидим. Да, всем, кто в чате, привет. Да, много украинцев, смотрю, тоже поддерживают. Послушай, говорят, о, хорошо, родная мова. То многие думают, что мы уже давно москалями. Что думаешь? Что? Украинцев. Много украинцев. Тоже смотрят, как так сказать, поддерживают нас во всем. Не, ну это правильно. Мы же тоже следим за Конечно, мы тоже следим, да, вот выборы у них скоро там. Мы тоже их поддерживаем. Показательный пример, что это настоящие выборы. Не бутафорские, как у нас. Мы такого давненько не видели, аж с 94-го года. Причем, как бы, всем... А ты, видимо, потом уже сможешь смотреть, я тебе отпишу, ну, потом посмотрим, может, ты не конечно освободишься. Это вот, монтажи выразить, это опубликовало, где дальше будет, ну, хорошо, да. Я сделаю это только когда буду свободен, когда освобожусь. А то просто, да, я не знаю, как, чем закончится брестская поездка с голубями, чем закончится. Во вторник там вообще вероятность выше 100%. То есть, ну, я помню, как возлагали, я смотрел видео в Фейсбуке сбрасывали, как возлагали цветы к могиле Жизневского, там, к памятнику, там тоже там, задерживали. То есть даже за это, поэтому я не знаю, что там как будет потом. По поводу голубей тоже не знаю, как они отнесутся к тому, что будет стримиться. Может и нормально все будет. Это же как бы никто не знает, что им там в голову. Так, ну вот, мы уже подходим. Снимается, да? Идет прямой эфир. Все оттуда прям как. Пару слов для потом. Да, можете сказать, что. Нет, не готов. Надо... Пока нас немного человек смотрит, человек 10 только, но, как говорится, это да.
Нащадков. Там помник воинов-интернационалистов. Так, вот мы уже подходим. Мы идем по стандартному офису Комсомольская 16-4. То есть где проходят те мероприятия, которые я уже вел. Заплечник у тебя, я так бачу, я с Китая, с Алиэкспресса, так? Да, да, конечно. Все с Алиэкспресса. Монопод с Алиэкспресса тоже. Ручка. Там дешево. У нас такие цены заламывают, что просто охренеть можно. Поместимся? 2-3 раза. Конечно, поместимся. Если что, в соседней комнате кто-нибудь будет. Все поместимся. Проходите, проходите. Так, вот мы проходим внутрь. Сейчас мы поднимемся. Я стрим не останавливаю. Так, тут еще люди есть. Вот, здесь мы уже видим, есть люди, ожидают. Так. Так, сейчас минутку, я пока стрим не буду останавливать, положу камеру, мне надо раздеться. Здесь можно ложиться. Да? Свое коренное место. Добрый день. Куда тут спускаться? Да, куда-нибудь в самое крайнее место. Ожидают. Да, кто говорит, что тема новой культуры не популярна, вот он, так сказать, аншлаг. Весь офис полностью забит. Мы видим, люди собрались в большом количестве, там еще много в коридоре. То есть такого мы не видели ни на одном мероприятии, ни на выступлении Чёрки, ни на выступлении Николика. То есть людей собралось очень-очень много. Саша, Запотел объектив. От перехода слова. Ну, ни хера не видно.
Куда протереть? Нет, так можно протереть, он внутри, наверное. Стой, стой, стой. Надо подождать, пока так, пока конденсат. Володя, Володя. Я буду стоя, мне удобнее стоя. Обзор. Светлана Владимировна, вон Володя Базук, говорите, вот в самом уголке. Можно вас? Иди к женщине. Где вот присядьте? Ну, он что расскажет просто. Я все слышал, он мне ему так показал. Да, очень актуально, как раз скоро. На лето как раз обновка. И вот крайний инструмент для сельхозработ. Так. Номер телефона ваш? В Одноклассниках люди, которые на форах ездят, ну, в объезд М1, пишут, что груженные 20 тонн, они через этот мост не поедут. Сказали спасибо. Через этот мост не поедут? Да, потому что они обычно груженные с блоками едут. И как увидели, что арматура оголенная, ну, это же их машина. Вот сказали спасибо. Куда идут деньги, непонятно, что ремонтируют. Но они грузятся в основном на блоки нашей силикатной Аршанские и идут на Москву строительные. Я и говорю про чиновников, куда Да. деньги расходят. Подняли из руины пекла все. Настолько, что... Я же регулярно катаюсь по этому мосту, я же вижу, как они там кисточками подкрашивают его. Ну а что уже красить, там уже нечего. Я видел там проволокой связано вот так, и лентой Плоскоупцами. Познакомиться. Николай. Здравствуйте, Дмитрий. Глядите себе в ютубе. Да, Шукайте. Да, сейчас стрим идет, я не останавливал все еще с того места, как мы были возле памятника. Нужно не только и между мероприятием, что происходит, тоже закулисье вот это. Да, люди как раз хотят знать закулисье, что там происходит. Потому что официальная часть, это там может быть там 10-15 минут, а что до, после, как она будет. Потому что, ну, народ сегодня собрался, когда диктовку писали на русском, ну, тоже классно было. То же самое местное было. И был же анонс, приглашали желающих. Ну, думали, придет там человек 10-15. А пришло столько, что некому даже было сесть, ну, и домой уходили люди. Ну, не будешь закулисье обязательно надо показать. Не будет. Народ хочет видеть, как все получат потом в кассе деньги Госдепа за то, что пишут. Ну, Без этого вот никак. с подъезда, когда выходишь, тебе там нагружают. Вата не верит, что люди могут просто так собраться, диктовку написать. Письменница наша Аршанская. Не знаю, я вон свою. На которой подсаживается? Где там, вон мои... Какая? Деревянная, это ну что? На поэтесса, ну, там, верш. Пожалуйста, не вопрос. Сейчас. Да. Тем более еще не один, есть много людей, которые уже намного больше подписок. Так это только одна организация, да? И друзья, а есть же еще вторые, третьи. Ясно. Я вчера вечерком в 9:30 скинул, короче, в одну группу ВКонтакте фотки моста этого. И где-то 17 тысяч просмотров набрало за пару часов, там, за несколько часов. А сколько ваты начинают оправдывать, типа, да это фигня, да во всех городах, да я в Борисове тоже видел такой мост, что-то такого. Нет, ну ты видел, те, кто едут на рейсовых автобусах, они же на этой скорости не видно. Да, ты не проскочил и все. А как она, событие, что может произойти, неожиданно. Так, Мы случайно это увидели. Мы с Филиппом ходили снимать Краклинское поле. И я этот мост, я вообще там не был никогда раньше. Сейчас проходил, думаю, да ну, надо вернуться срочно, все это пруфы сделать и скинуть. Вот сейчас жду ответ на обращение, что там будет. Ну, боюсь, что... Ну, я спросил, говорят, на электронные отвечают, вроде нормально. Там номер твой. По весне нам ответ насчет утеплителя. Потом к нам в Дубровно приедешь, поснимаешь, ну, в этом месте посмеешься. Хорошо, а что там? Оно сейчас там как? Есть это? Ну, то есть приехать можно? Ну, мы просто ждем официальный ответ. У нас есть ответ от прокуратуры, от милиции и ждем сейчас от райисполкома. Потому что здание ремонтировалось, само оно принадлежит райисполкому. И посмотрим, что там будет. А одну стену
утеплили, вторая стена частично под лапиками, третья вообще нигде его нет. А отписка идет, что все нормально, все по документам проходит. Знаешь, ну, воровство настоящее. Им показываешь реально, как это происходит, а ответа никакого. Прокурор сказал, что так по проекту. Ну чего, смотри, лапиками. за Межево вот взялись теперь. Тут возьмутся больше. Они возьмутся тогда, когда их уже носом. Да, есть такое дело. Ну что, шановні, ся привлічуючи тое, що ми, так сказати, нас шмат, часу у нас не зусім шмат, треба все оперативно і как було приємно вам. А потом остальные. Ну, желательно. Можно и так, но можно. Шановні сябри, я всіх вас вітаю у нашому офісі. 22 говорят. Віншую всіх вас со святом Дня родної мови. 21 лютого традиційно ми святкуємо День родної мови. У нас так само вже відбулося свято. Тут писали диктовку многі наші аршанці. Сьогодні ми так само, той, хто не був 21-го, напишемо диктовку і проведемо усі наші мероприємства, зв'язані з шануванням родної білоруської мови. Ну, а я думаю, що у нас порядок буде наступний, як ви ведали. Значить, зараз ми прочитаємо пару віршів про мову родную білоруську. Наши авторы — это Евгения Елена Козлова, Аршанка, Микола Иванович Комаровский, тут, ну и іншие, которые пишем про мову наших земляков, прочитаем. Затем мы с вами, поспробуем разгадать крыжаванку про родную мову. Переможцы крыжаванки в конце отримають памятные сувениры, призы. Затем мы напишем диктовку невеличкую про нашу родную мову. Текст диктовки продиктує Павел Северинец со своего артикула, нариса, мова. Впершиню появилася національна ідея у книжах. Національна ідея, здається, так називалася. А після «Люблю Білорусь». Так, Павел? Так. Затим Павел презентує свої видання. Ось такий розпорядок нашого дня. Женя, коли ласка, починаємо з вас. Вірш. Денег нет, желания есть. Контрактуватися Миколу Івановичу. Мова родная, мова чистая, мова клиничная. Я на гвалте люблю покой. Мова смачная, ніби сонячная. За солоду тебе смакую. Мова спевная, мова музичная. Ты лякуешь душою и тело. Миловочная, чуйная, зычная. Песни жалым колдуйся узлетела. Ты зихтишь колоритной веселкой. Захопляешь собой, як ясочка. Низкорунной бурой золкой, однословая, яркая красочка. Твое слово подсвечивает золото, их грудится дивосные дети. Не похисным тримаешься волото среди самых пригожих у свете. Микола Комаровский. Микола, где ты там, коли ласка? Ближей до народу. Шановні присутні, коли врач мені пропонував виступити з віршем, я вернувся до архіву і нагадаю вам про одну з самих ганебних сторонок нашої історії, коли в 80-х дозволялося батькам визволяти дітей від білоруської мови. Заходиш у клас, 2/3 займаються хто чим, і 1/3 діти робочих і селян працюють і займаються білоруською мовою. На що промови і трактати об мові нашій, про народ, глибоко поважаний тата тримає школу твердий крок. Не от ангельской, ті французской, и он хочет вызволить сынка
ад вивучання білоруської. Заяву подає рука. Рашай, директор. Право маєш питання вирішити як слід. Тебе ж, вядомо, підтримає. Не буде супраць педсовет. Чому ж бить супраць? Бо немало тих педагогів, що в свій час ад мови колоса купали, повизволяли власних чад. І тим не менее, як не дивно, до юних душ ідуть штогод з високим словом про родиму і з патетичним про народ. Ти перед пам'яттю, сумлінням, час откажи, кого винить, что с поколения в поколение нам подсекали корни. Отродженные и забытые могутной мовы словы их, интеллигентная элита сказать соромеется в своих. Теперь плоды, теперь расплата, и не на урок, сам як урок, глибоко поважаний тата тримає школу твердий крок. Ні соромом і ні отчаєм не пунцовеє гладь щеки. Дик от чого ж ви отлучаєте своїх дочок, сынов, батьки? Как такое больше у нас николи не Ну і от я, бачите, вже криху освоїв нову техніку. Не зовсім. Я тут дзвоню своєму доброму щабру Костусю Павловичу Северинцу, батьку Павлика. Кажу, от там у тебе є это самое вірш, може, який про мову, окромя, вот это самое, ты написал. И он мне каже, ты ведаешь, я у четвер разместил на Фейсбуку свой верш, присвячений вот якраз этой нагоді. А я говорю, як это знаете, вот, что я в Фейсбуку знайшов. Значит, Костусь Северинець до Дня родной мовы. Хто у хаті, господар. Свеженький верш, написаний 21 лютого. Ману за ой, бачите, таке, ману за правду сеють фарисеї, про ущемление вещать вещить имперских луз. В русской мове есть свой дом, Россия, а у белорусской только Беларусь. У нас народ гостинный, як вядома, ды русской мове скажем так, як ёсць. Няхай тут пачуваецца як дома, але не забывае ўсё ж, што гость. Сказано добра і шчыра. Калі ёсць жадаючы яшчэ прачытаць, калі ласка. Няма жадаючых, ну тады плавно пераходзім до новага этапа нашай сустрэчы. Зараз я вам усім раздам вось такую кросворд, крыжаванку, як тут правильно сказаць, про нашу родную мову, якая называецца «Мова моя, уваскрэсні і жыві». Вы што зробіце? Месца ёсць, напішаце кожны сваё імя і прозвішча, для того, каб пасля прызы даць. І як вы ўжо ўсе атрымаеце, на працягу, ну, скажем, 10 хвілінаў запомніце, праз 10 хвілін здадзіце, рэдкалегія праверыць, и узнагародзім за пасля самых лепшых. Калі ласка, по одному возьмите и передайте далей. Микола Иванович, а табе пасля праверыш. Пытали опошнім памяты, што беларусы падкажуць, як проект правильно. Ну, сейчас прожитых, что так встречается. Прожитых лет Разрешите мне от имени вот всех женщин наших присутствующих и отсутствующих тоже. Сегодня еще праздник мужчин. Мы не будем говорить, что это там, День советской армии. День защитников Отечества, правда? Это очень хороший такой будет у нас праздник. И я хочу пожелать, поздравить, во-первых, всех мужчин, и пожелать им, конечно, сил, здоровья и побед на всех фронтах, исполнения ваших желаний и поддержки от ваших женщин, от ваших коллег, чтобы у вас все удавалось, все получалось, и вы всегда были победителями.
Были переможцы. Так? Все, дякую. Вы извините, что я побоялась, что я могу долго подбирать слова, поэтому... Будете? Должно прийти шерстно. Я так і пишу. А я ще. Сьогодні я з Статкевичем розмовляв, і він сказав так, що ми ще думаємо, як русські збройні чин був. Так само одной з великих перемог, не перемог, там перемоги не було, але значна подія. Я одно слово вже так і скажу. Вельми кривдно і паскудно слухати наше телебачення, яке 21 этого месяца говорило День родного языка. Кроме короля СТВ. СТВ, я вообще послухал программы. Думаю, вот, видите, да, не могли навод и подумать, что природную мову, хоть слово одно вымовить, настолько заскорузло. Ну що ти зробиш? Такі ми, на жаль, є. Значить, всі отримали. На моєму 14,52. Кольки 10 хвилин хопись? Хопись. Коли ласка, кого нема ручки, тут Не поспеть за 10. Кто даст ручку? О, плотники без топора. Возьмите, коли ласка. Пятое слово чар. Лучше. Не, раскладана должна быть. Лучше. Вам. Ага, ні, Микола по блату не давай. Хоч сюди господар в офіцері, не треба. Все чесно повинно бути. К сожалению, тут довольно тесно, я не могу развернуться, чтобы показать всех сидящих. Но вы можете и так видеть, что людей набилась просто полная комната, настоящий аншлаг. Народная мова не безразлична людям. Оппозиционный центр Витебской области. Что? Оппозиционный центр. По сравнению с Витебском, уж она мало сильнее. Такой марш тунеядцев такой. Потому что здесь в основном все основы учить, все здесь инклюзивно, здесь в основном коллектив идет. Зачем тут еще можно заниматься, кроме как непозиционных деятельности? Если работы нет. Да, тут просто или заводы, или что, больше ничего. Есть два варианта. Или делать видео, что ты работаешь, да? Ну, как вот, ходите пособие получать, там 200 рублей, Где-то нет, зато есть 2 тюрьмы. Вот даже тобой был легкий. Да, я читал. Я даже видео смотрел. Ну, видишь, хоть что-то прославились. Да. Зачем нам стрим вести, если у нас специалист по стриму? Просто дело в том, что мероприятий много, я не могу на всех одновременно быть. То есть есть такие мероприятия, вот, допустим, читаешь там 20-го, например, в одном месте, в другом месте, там, в Могилеве, в Минске, да, еще где-то там, например, вчера было тоже какое-то там в центре Кола в Могилеве мероприятие, я уже не поехал. У нас вечером там был стрим домашний. Ну и просто, чтобы сегодня рано можно было проснуться нормально. Ехать в Брест, тема интересная. А, просто это далеко. Да, далеко. Я там не каждый раз. Через месяц приблизительно я буду ехать уже обратно по пути.
и сделать так, чтобы на воскресенье ехать, я все равно посмотрю. И даже поучаствую. Лучше совмещать, чем просто так. Это тут Минске, блин, а мы как через всю страну. Ну, я уже просто как бы назначил, анонсировал сейчас, потому что там дальше начинается мероприятие. Я 22 или 23 там, марта в Киеве будет сходка украинских блогеров на Майдане. Да, я собираюсь. О, вышел? В Киев поедет? Собираюсь, да. Ну, мы с Анатолием, ты видел стрима с Анатолием Сайгоном, он там живет под Брестом недалеко, говорит, подбросишь на машине. То есть не до Бреста доехать, а он потом мы с ним поедет. То есть еще будет какой-нибудь там все Василий, там, которые были за стримом. Ну, более крупная, может быть, Полтава, там, ну, это через месяц уже потеплее, уже, понимаешь, весна. Просто, понимаешь, я хочу на День боли вернуться. Она же 24-го будет в воскресенье. Праздник, основной концерт. Ну, это... А 25-го там так. Шансы уже появились. Вот, я просто хочу и туда съездить, и туда потом вернуться. Но видишь, так исторически сложилось, что когда в прошлом году было День боли, мы сидели в милиции. Нас не пустили. Я был там, я поехал. Не все были. Я поехал, я там сидел. Да, ты там сидел. Я там сидел. Мы здесь сидели. Ну вот, да. Вас, то есть, даже не выпустили. Мы приняли машину, проехали 700 метров, и нас с мигалками перехватили. Держали 7 часов, и обвинения есть какие-нибудь там? Нет, ты сидите. Понятно. Ну, как и там тоже. Брали людей, и протоколы, там, может быть, на некоторых составляли, там, самых больных. Остальных просто 5 часов или 6 подержали, потом сделали опрос, и добились основания, что нет вот чтобы ты не попал. Сказали, чтобы этот вот не попал. Все. А как крутитесь сами, придумайте. Что нас попросили. Конечно. Да это частый случай. Нас ничем не угощали, только в туалет выпускали. Придумают, да, но вам повезло еще. Так они могут придумать, допустим, вот тут поблизости велосипед украли, например. Ты похож на тебя, ребята. Посиди как. Естественно, никто тебя не будет сажать. Но цель за 7 часов ты на раза 2 или 3 выходили во двор, свежего лежали. Так это кому как? Говорят, кто попал в советскую вот это, да, все стояли на растяжке до 100 часов. Никакого чая тебе, кофе. Зачем? Добрый. Да. Ну, нормально сидели вот так вот в спортзале, примерно, вот как тут Владимир. Дело в том, что когда тебя дома берут, да, ты же знаешь, что ты постоянно с ними пересекаешься. Ну, нету смысла если бы не понимали, что ты преступник какой-то, да, другое отношение. Так когда я там позвонили сверху, попросили, и они тоже как бы извиняются, что понимаешь. Да, это не их работа, им сказали, они выполняют приказ. Преступник. Украл, убил, там еще что-нибудь сделал. А ты, как я, у меня были билеты, все куплено, я на вокзал ехать. Вот поэтому я билеты заранее никогда не беру. И назад тем более. Не, ну я понимаю. Так, мы уже как бы и заодно и праздник, и родственникам съездили, понимаешь, вот такой день выходной, например, погода хорошая, съездили. Так, ответим пока на вопрос отвечать. Вот тут спрашивают украинцы. Белорусы, подскажите, у школах и универах обовязковую выучение белорусской мовы? В школах, да, обязательно, насколько я знаю. Ну, раньше было точно, когда я учился. Сейчас, может быть, часы должно быть. Уменьшаются. Да, часы уменьшаются. В университетах, не знаю, наверное, нет. Не во всех. Потому что у меня сын первый класс, и он приходит, и новые слова белорусские нам рассказывает, что, пожалуйста, вот, матуля, папуля, ну, что вы лучше. Да. Ну, 1 или 2 годины, не более. Я слышал, плохая тема, сейчас говорят, история Беларуси на русской мове. Раньше такого не было. Вот, раз первый класс, у меня же еще отметок этих нет. Нет, история это уже 5 класс. Так и нет, у меня же племянники учатся. Я знаю, я просто говорю, что я читал в интернете такое, что сейчас историю Беларуси изучают уже на русском языке. Не знаю, насколько правда, но такое. Не, скорее всего, да. Да, а как? Ну, с таким успехом можно и на английском изучать. Если мы иностранцы, так зачем? Просто, а где еще, если как не на мове, литературе, истории изучать? Ты просто нигде не сможешь пользоваться белорусской мовой. Ты можешь ее выучить, а смысл какой? И как пример, сейчас расскажу. Сколько там, 2002 я заканчивал школу, у меня белорусская мова началась, да? А когда идешь поступать, экзамены сдаешь на русском. И те понятия, которые ты изучал белорусской мовой,
Ты открываешь математику, думаешь, Надо подглядеть у кого-то. что там написано. Понимаешь? И тебе, Тут свет и тебе на экзамене, так потом поворачивать. переводят, понимаешь, понятие тезиса основные. Почему, если я учился на белорусском, почему в экзамен не принимал? Не знаю, разные объяснения придумывают. Нет квалифицированных специалистов, там еще что-нибудь. Видишь, как вот День родной мовы проводили в некоторых местах родной мовы русской. Слышал, Да. Я знаю, как себе Беларуси тоже сказать. Так, люди пока заполняют паспорт еще. После этого будет следующая часть презентации книги «Каменное сердце». Сейчас у населения такое вот ощущение, что уже страх потихонечку начинает уходить. А нечего бояться, понимаешь? Потому что время Во многом, да. во многом. 5 лет можно бояться. Во многом это просто связано еще с потерей собственности, понимаешь? Это тоже еще связано к тому, чем люди будут беднее, тем... Як ви будете на русском роса? Роса, как на русском я буду. Роса. Рос. Как-то. Ладно, не отвлекай. Да нет. По-моему, тут точно роса, но то что на русском как-то по-другому. Рос. Вот смотри, чем меньше у людей будет имущества какого-то, тем меньше будет бояться. Многие боятся, потому что боятся потерять работу, да, что кредиты надо платить как-то, там, да, надо семью там содержать. А если у тебя работы нет, тебя выгоняют, ничего не предлагают. Если счетов нет, денег нет, то такой человек, он может виллы взять спокойно и пойти там как-то. Сейчас обрисую, смотри. Предприниматель, да? И заключен договора с предприятиями. Я выполнил работу, и мне за это должны деньги. Все получено. Ну, документы есть, акты выполненных работ. Я выиграю в коммерческом суде. Понимаешь, ты предприниматель, оппозиционер, твое дело под угрозой. Нет, я сначала не был оппозиционером. Понимаешь? Ты им стал из-за этого, да. Из-за того, что когда увидел когда систему. себя систематически... А может быть не роса, а типа руса, як нужно Может быть. И когда тебе систематически начинают кидать на сумму 1000, 2, 3 тысячи долларов, да, если доллары переводить, понятно, потом задуматься, почему я честно выполнил, а я должен с этой суммы еще налог заплатить, а мне эти деньги не отдают. Я же их не украл, я заработал, а мне их не отдают. И потом ходил экономический суд был в Витебске, ну и сам общался. Это настольная практика. Здесь ничего не все терпят. Так самое интересное, когда были дожденки, кинули не только меня, да, кинули и минчан, которые приезжали на объекты, и они судились. Я-то один не первый, я одно лицо. У них целое предприятие, у них же штат юристов есть, и они ничего не делают. И эти стежки куда-то смотришь, в стену закидываешь. Если тебя там каждый третий раз могут кинуть, из-за этого цена будет выше на услугу. Частник, ИПшник, он так не боится, когда кто-то у кого работает. Ну, конечно. Потому что я работаю в разных местах. Я работаю не в государстве, но работаю на частное лицо, на начальника на какой-то контор. Оттаял объектив. Пишут в чате, что молодежи нет, а мы что, пенсионеры? Да, мы уже пенсионеры, нам уже сколько там. Пусть напишут, что значит молодежь. Ну, видимо, детей. Чат да поможет. Что такое молодежь? Это 15 лет или 20? Да, по-моему, достаточно вполне людей. Не все тут старики одни. Есть и молодежь, все достаточно. Слева сидят, Да все вот, да, слева, справа. Ну, эти девчонки, повсюду. Там, 30 есть, там, 35. Это что, не молодежь? Ну, не знаю. Судя по тому, что у нас пенсионный возраст продвигается, скоро молодежь будет и 60 лет. До 50 это молодежь, а с 50 да. тоже в возрасте. Ну, такие мероприятия же не будут ходить, там, школьники и дети. Конечно, сюда приходят сознательные люди, которые уже понимают, чего к чему. Ну, или дети совсем маленькие, которых приводят с собой. Да. Вот, тебя не видно, так бы ты своей бородой испугал бы всех. Нет. Говорят, молодежи нет, видишь, бороду идет засветка, все равно идет засветка. Да, засветка идет.
Просто я не могу охватить нормально всю комнату, я стою там затиснут, народа полно. Люди, если вы не видите, вот тут и сидят, прямо вот тут возле меня, тут даже не видно всех. Так, шановні сябри, засталася 1 хвилина. Коли ласка. Складаний тест. Направо, что ты что не все кто наберет больше баллов. А гучать докладные отказы, гучать? Отказы огучить обов'язково. Вот Микола Иванович проверить, визначить переможців, а після огучить отказ. Довольны, что молодежи мало. Ну нет. Мы уже пенсионеры. Не, вот молодежь там была трошку на этом, на улице, для помника. Тоже есть. Достаточно молодежи, не все тут старые. Что они там пишут в чате. Молодежь пошла означать уже. Да. Святковать пошла уже. А ты не видишь, что там был хлопец такой? Какой? Такой красненький, такой. Ну, сбрай, ты его, наверное, не ведаешь? Егор. Ну, сбрай. Так, коли ласка, що? Шановні сябри, подпишите, не забудьте, потому что... Я на вот сдавать не буду, соромно. Ну не, сдавать это уже, як говорится, як хочете. Сдавать як хочете, коли ласка, давайте, чтобы вы с плавными темпами переходили до новых наших фондов. Складите вот так и коли ласка передайте мне. Сами отдавайте. Не соромно. Микола Иванович, писали, снимаем. Ласка, давайте, не забудьте подписать. Пишем совместно. Призи чекають своїх героїв, ці герої чекають своїх призов. І так правильно, і так. Хай буде вам ручка, вам ви що диктовку будете писати, що і не хвалите. А за отрицательный ответ будет приз? Наказание будет. Ага, антиприз. Антиприз, добро. Микола Иванович, тримай, коли ласка. Если будет интересная тема, так, давай, коли ласка, Ну, если будет, да, будем писать. Просто я не знаю пока чего. То есть мероприятия, если какие-то сходки, там, митинги, что-то. Не, ну что-нибудь честно там такое, А, ну я в принципе больше не составляю. Давайте вы позачитывайте. А давайте вы позачитывайте, мы подкладываем. Уже так маркую, что шмат кто мало Просто я расписал. занимаюсь в основном массовыми мероприятия, какие-то рассуждения политические о будущем Беларуси, там люди всякие собираются, Ну, же есть будущее, а есть реально. Ну да, есть реально. В чем будущее? Чтобы Есть, видеть что будет первый. потому что одно дело платить, это реальность. А другое Лена, реальность. давайте, коли ласка. Потому что ты реально себе Ну так що ж і не треба. А ви думаєте, хто що поспів, ніхто не поспів усього. Головне, у гэты отрезок часу ще нечто зробили. Не, я не. Ну что вы не будете, займите перше Не, место. я так стоит. Ну напишите, а после ж так само буде приз. А что писать? Прозвище ім'я. Я додолу ще думаю, так як я там. Прозвище ім'я. Так, Юра стає, і ми ходимо, Микола сміятися Іванович, довго і да. Микола Іванович буде, чого ж буде сміятися? Ви будете сміятися. Ми, я от і перевіряти не буду, буде Микола Іванович перевіряти. А ми будемо далі. Так, ще здали. Все, Микола Іванович, коли ласка, приступайте до праці. Так, ну а ми переходимо до наступного етапу Это нашого. докладные ответы, Дикаро, что доведаться. Ну мы же проверим, потом уже скажем. Чого ви не хвалитесь. Значить, зараз, шановні сябри, ми з вами напишемо нашу огульнонаціональну диктовку. 21 лютого і не тільки, а і значно раніше весь тиждень уся Білорусь, той, хто любить мову, хто поважає, хто лічить її родною, хто хоче, щоб вона була родною, писали диктовки, різні тексти, є рекомендації Товариства білоруської мови.
Хто не вступив, до речі, ще може написати заяву мені або вусну заяву, ми приймемо його товариство білоруської мови, це наш час, товариство білоруської мови. Писали диктовки. Ліда, наприклад, 16 почала писати лютого вже диктовки. У нас писали у Аршанці 21 лютого диктовку многі. Ну а сьогодні ми так само з вами напишемо огульнонаціональну диктовку по білоруській мові. Вот текст, вы будете, я вам раздаю листочки по одному, возьмите, передайте, будь ласка, кожному. Значить, текст диктовки, это, як я вже казав, може не казав, есе у книжі «Національна ідея», або от у этой книге «Люблю Беларусь» Павла Шеляринца есть. Эссе называется «Мова». Эссе называется «Мова». Павел Шеляринец зараз вам прочитає. Я ему сказал прочитать еще эссе, но он еще не хочет там еще читать, хочет прочитать только то, что будет диктовать. Павел, коли ласка. Добре, дорогі сябри. Ну, тут, насамрэч, для диктовки 2 абзацы, походу это такая символичная справа. Я думаю, что прийматься будут отказы и на наркомовцы школьным правописом, и на Тарашкевицы с мягким знаком, и нават на дієсловиці, якою виходить часопис дієслов. Хто яким чином може писати, так і пишіть, тому що є практично 3 признані правописи. Зараз я читаю. Только один я в конце, как вы ведали. Чому это добре? Не все могут купить книжки. Але усе атрымаюць автограф, калі Павел в конце вам поставить под своим нарисом. Это уже, бачите, как говорится, доброе время. Да. А знаку вы сами поставите, кому не хватило. А нам главное не отзнака школьная, а нам главное удел в этой судовной справе. Так, готовы написать, что не может ручки? Под пластиком. Кропки дома оставлять треба. Под пластиком было смешно. Я... Что треба под пластик? Ага, вот там есть всякие папочки, коли ласка, передайте, кому треба. Я спочатку зачитаю гэты 2 абзацы, а пасля буду уже диктовать. Тому з самого початку ви просто послухайте, як зрозумієте гэты текст, а уже пасля сама диктовка. Добре? Мілагучная, вытанчаная, звонкая, паводле спеўнасці другая ў Еўропе пасля італійскай. З той празрыстай мяккасцю, якой так бракуе цвёрдай расейскай і якая ўжо невыпраўна шыпіць у польскай. Напоўненая ўсім сумоўем міжмор'я, прасякнутая еўрапейскай делікатнасцю і налітая славянскай сілай. Беларуская мова самім Господам Богом створаная для словаў любові. Для слёзаў пакаяння, малітвы, евангельскай прамовы, для палкай, пранізлівай і ўзнёслай проповедzi Христа. У акані і якані, зацвярдзенні Ч і Р, дзекані і цекані, фрыкатыўным Г і падаўжэнні зычных. Пераліваецца ўсё бруенне водаў, смак солі, маміна малако, усе шумы беларускага лесу, спевы птушак, стогны болю і воклічы перамогаў усёй беларускай гісторыі. У абаротах беларускай мовы спрацоўваюць твае гены, заводзяцца гармоны, з яе іскрамі ўспыхвае ментальнасць. У яе хвалях і рытмах пульсуе жывое сэрца. Такім чынам, дарагія сябры, гатовыя пісаць? У ўсіх ёсць? Спачатку читаю сказ, затым па складах дыктоўку. Так? Мілагучная, вытанчаная, звонкая, паводле спеўнасці другая ў Еўропе, пасля італійская, з празрыстай мяккасцю, якой так бракуе цвёрдай расейскай і якая ўжо невыпраўна шыпіць у польскай, напоўненая ўсім сумоўем міжмор'я, прасякнутая еўрапейскай делікатнасцю, налітая славянскай сілай, беларуская мова самім Господам Богом створаная для словаў любові. Гэта сказ, цалкам сказ. Зараз пачатку. Мілагучная, вытанчаная, звонкая, мілагучная, вытанчаная, звонкая,
Паводле спеўнасці другая ў Еўропе. Працяг сказу. Працяг сказу. Так. Я сказ цалкам прачытаў і зараз пачасна. Паводле спеўнасці другая ў Еўропе. Паводле спеўнасці другая ў Еўропе пасля італійскай. Другая ў Еўропе пасля італійскай. З той празрыстай мяккасцю. З той празрыстай мяккасцю. З той празрыстай мяккасцю, якой так бракуе цвёрдай расейскай. З той празрыстай мяккасцю, якой так бракуе цвёрдай расейскай. Якой так бракуе цвёрдай расейскай, і якая ўжо невыпраўна шыпіць у польскай, якой так бракуе цвёрдай расейскай, і якая ўжо невыпраўна шыпіць у польскай, і якая ўжо невыпраўна шыпіць у польскай, невыпраўна шыпіць у польскай, напоўненая ўсім сумоўем міжмор'я, напоўненая ўсім сумоўем міжмор'я, напоўненая ўсім сумоўем міжмор'я, прасякнутая еўрапейскай далікатнасцю, просякнутая еўрапейскай деликатностью, наполненная всем сумоўем міжмор'я, просякнутая еўрапейскай деликатностью и налитая славянской силой, просякнутая еўрапейской деликатностью и налитая славянской силой. А остальные штуки наполненные это что? Наполненная усім сумоўем міжмор'я, просякнутая еўрапейской деликатностью и налитая славянской силой, белорусская мова самим Господом Богом, створенная для словаў любові. Белорусская мова самим Господом Богом, створенная для словаў любові. Это конец сказу. Белорусская мова самим Господом Богом, створенная для словаў любові. Повторите еще раз, это славянской силой белорусская мова. Белорусская мова самим Господом Богом, створенная для словаў любові. Зараз я прочитаю увесь сказ цалкам. Для словаў любові. Створенная для словаў любові. Все вельмі просто. Белорусская мова створенная для словаў любові. Нават вымавіць лёгка. Про гэта можна казаць
Батькам, детям, коханым, начальству. Так. Ну, может быть. Тут, видите, диктовка, Подсказка. синтаксис, да. Зараз. Еще не будет. Може и копить, да. Для слова у любові. Это скончился сказ. Наступный сказ. Для слезов покаяния, молитвы и евангельской промовы. Для палкой, пронизливой и узнеслой проповеди Христа. Читаю по частках сказ. Для слезов покаяния, молитвы и евангельской промовы. Для слезов покаяния, молитвы и евангельской промовы. Промовы. Для слезов покаяния, молитвы и евангельской промовы. Для слезов покаяния, молитвы и евангельской промовы. Протягивается сказ для палкой, пронизливой и узнеслой проповеди Христа. Для палкой, пронизливой и узнеслой проповеди Христа. Для палкой, пронизливой и узнеслой проповеди Христа. Читаю весь сказ. Для слезов покаяния, молитвы и евангельской промовы. Для палкой, пронизливой и взнеслой проповеди Христа. Усьо, спадарство. Чи треба повторити ще комусь ці сказати? Треба, так? Для слезов покаяния, молитвы и евангельской промовы. Для палкой, пронизливой и взнеслой проповеди Христа. Не забыли написать. Если не забыли, то напишите. Павел Северинец. Мова. Да, ниже. Павел Северинец. Мова. Як ви все, Павел, рочні зробите, проверите, скажем так. Постараюся, может быть, после презентации. Мова, еще кропка. Це називається мова. Значить, ну, шановні сябри, ви написали, потренировались в написании. Значит, помылки выправлять, конечно, никто не собирается. Да, просьбище можете свое написать. Так. Значит, зараз мы поступим так. Павел сказал, что он зробить презентацию своих книжек, а після уже в конце вы подойдете со своими диктовками к яму, и он на каждом тексте поставит свой автограф. Да, и вам отдаст на память. Вы не супроть? Не, ну весь, каждый уже весь автограф. Подманули, мы думали, будет проверять. Я могу проверить. Можно и проверить. Я могу и проверить. Али вы Коли ожидаете, как он проверил. Так. Значит, Павел, увішуючи те, що Микола Іванович ще не проверил нашу крижеванку, так? Ви, коли ласка, зараз переходите до презентації своїх книг, а після уже презентації прийдуть люди купити книжки, прийдуть люди зі своїми текстами, ви їм поставите свой автограф, і кожен буде мати ваш автограф. Скажем так. Добре. Шановні сябри, ми переходимо на кошня наша разделу мероприемства. Это презентация новых книг и старых книг. Нет. Павла Северинца, наша з вами земляка. До речі, я забув так само прочитати. Є книжка «Белорусская християнская азбука, читанка-маляванка». Як вірші написав знову ж його папа Кастусь Северинець. Укладальником з'являється його супруга Ольга Северинець і мастак Олександр Дежик. Вот починається эта вот белорусская христианская азбука. Тот, который віршем нашу мову. Дозвольте зачитати. Чуєш родной мовы гул, сердце тукая, тук-тук, мягкая, пявучая, милая, гаючая,
схожая, пригожая, мова з ласки Божия, спадщиною дадена от дядов и прадедов. Ну а теперь, Павел, будь ласка, вам слово. Дякую, великий Юрій Олександрович. Дякую тим, хто рихтував эту імпрезу. Дякую господарам і, звісно ж, дякую землякам-аршанцам. Завсёды приємно тут бывать. Як тільки з'являється нова книга, я стараюся, каб одной з перших про эту книгу довідалася Ворша. Сёння я тут з двума, можна сказати, новими книгами. Одна з них називається «Каменное сердце». Это сборник эссе и апавяданняў з турэмных адсідак за 20 гадоў таго, што са мной здаралася. І гэта падзейнік, гэта нататнік на беларускай мове з цытатамі з Бібліі, з парадамі, як правільна арганізоўваць свой час. Ну, зараз гэта ў нашай краме «Кропля бай». Такі вялікі хіт, в асноўным дзяўчаты разбіраюць, каб весці свае нататнікі. Таким чынам постараюся коротенько распавесці пра гэтыя дзве кніжкі, ну і крануць па колькі словаў астатнія кнігі. Магчыма, у кагосьці з аршанцаў такіх кнігу яшчэ няма, і ён захоча набыць. Я адразу скажу, што кнігу можна будзе набыць непасрэдна тут, у крамах это будзе даражэй, а тут на прэзентацыі это будзе танней, адпаведна. Нават калі у вас няма грошай, мы давяраем сваім чытачам, то есть вы можете кніжку ўзяць, я падпішу, пакіну вам свой телефон, і калі у вас грошы будуць, вы пакладзеце на телефон такую ці іншую суму, разумееце, так? Таму для пачатку я распавяду пра кнігу «Каменное сердце». Кніга пачынаецца з 97-го года і апавядае, можна сказаць, пра асноўныя моманты маіх палітычных адсідак. Кніжку сабрала ў адно «Вясна», праваабарончы цэнтр «Вясна». Ім вялікі дзякуй. Нават не я сам займаўся, не я сам выдаваў. Яны выбралі самыя лепшыя, на іх погляд, і зрабілі. Тут ёсць некалькі рэчаў, якія не публікаваліся. Ёсць колькі эсэ з кнігаў «Лісты з лесу» альбо «Беларуская глыбіня», якія таксама прэзентаваліся ў Воршы. Ну і, коротка кажучы, это кніга з серии «Белорусская турэмная литература». На жаль, у нас такая литература, сучасная белорусская литература есть. Это уже 6-я книга з серии. Тут и Беляцкий, тут и Некляев, тут и Кіркевич, тут багато людей, якія у свой час отсидели за Беларусь. Ну и мне тут пару разоў казали: Паша, слухай, а что за назва такая? «Каменное сердце». Быццам нейкі жаночы роман. Насамрэч, это, конечно, не жаночы роман, это книга турэмнай лирики, будем так казаць. А «Каменное сердце» она называется одразу з некалькіх прычын. Па-першае, «Каменное сердце» так называли ў маладым фронте и называют зараз американцы. Это следчий изолятор КГБ, где утрымліваюцца асабліва небяспечныя злачынцы. Ну а у нас зараз, як вы ведаеце, асабліва небяспечныя злачынцы, это те, хто размаўляе па-беларуску, дамагаецца, каб Беларусь была дэмакратычнай, свабоднай. Таму вось у гэтую турму трапляюць, акрамя эканамічных злачынцаў і важных дзяржаўных злачынцаў, вось такія беларусы. Шмат хто з беларускіх паэтаў у 30-е гады прайшоў праз амерыканку, але, на жаль, з яе не выйшаў, ляглі ў курапатах. Тыя 100 чалавек, якія былі знішчаны у канцы ліпеня 37-го года, наша эліта, нашыя паэты, яны менавіта так траплялі ў амерыканку па абвінавачанню ў нацыянал-дэмакратызме і пасля іх завозілі ў курапаты і стралялі ў патыліцу. Мы з калегамі пасля плошчы 2010 года пабывалі ў турме, хто колькі, я 5 месяцаў правёў і пасля паехаў ужо ў спецкамендатуру Купліна 2 гады з хвосцікам. Дык вось гэтая турма цікава тым, што там та самы цэнтр Менску, уявіце сабе, калі вы сядзіце, 18 камераў усяго, маленькая турма, кругленькая, як сердце, на ўзор чикагскай турмы зробленая, і камеры, як пялёсткі, як такія невялічкія труны, яны пашыраюцца да вакна, звужаюцца да цэнтра, у цэнтры кола, па якім ходзіць канваір, і яны як пялёстачкі рамонах. Любишь, не любишь, так? Заходятся в разные баки. Таких вот 18 камер. И ты, сидячи там, чуешь, звонит ратуша, потому что КГБ это площадь Свободы зусім недалеко. Звонит ратуша колькі гадзін. Звонить катедра, катедральный костел. Звонить галоўны православный храм Святодуха. Звонить мой родный Петропавловский. Все доносится, все чуваць. Все чуваць. І сидишь и чуешь шум праспекту, чуешь нават асабліва такія гучныя нейкі там ускрыкі ці, можа быць, гудкі машынаў. Ты знаходзішся ў самым цэнтры Менску, але адначасова ты выйсці адтуль не можаш. Ну і, канешне, вось гэтае маленькае сэрца, падзеленае на 5 сердзей, на жалудачкі такія
камераў сэрца, у якім былі беларусы, яно ёсць месцам, у якім добра думаецца, можна сказаць, добра думаецца, добра моліцца, ну і у якім такі пэўны кшталт набываюць тыя самыя творы. Шмат твораў, у тым ліку вядомых беларусаў, яны выйшлі з гэтай самай амерыканкі. Тут ёсць артыкулы пра райаддзелы, дзе мне давялося пабываць. Першы артыкул, прынамсі, пра маё баявое хрышчэнне, суткі ў райаддзеле Маскоўскага раёна за палітычную акцыю Дзень Европы. 17 гадзін без прыбіральні. Быў такі досвед у маім жыцці. Пачытаеце, пабачыце, што чалавек можа ўсё, напэўна. І ёсць шэраг эсэ з турмы Наваладарскага, з спецкамендатуры ў Кубліне і з камендатуры у Малым Сідна, куды мне давялося ехаць пасля акцыі супраць рэферэндуму 2004 года. Коротко кажучы, это невялікія на 1,5-2 сторонкі тэксты, і яны больш не пра быт, апісаны ў беларускай турме, там пісаць асабліва няма чаго, гэта просто такі замкнёны пакой. Я думаю, што хто быў на сутках, мала што адрозніваецца і ў турме, і на зоне, адветнасць, якія такія парадкі. Але самае важнае, што было для мяне, гэта ўнутраны стан чалавека, які туды трапляе. Вот чаму называецца каменнае сэрца. В турме ты асабліва пачынаеш разумець, што твоё-то сэрца на волі насамрэч зачарсцела, закаменела. Ты пра што не думаў. Пачынаеш па-іншаму ацэньваць свае дачыненні з блізкімі, свае дачыненні з сябрамі. Пачынаеш прадумваць, а ці ўсё правільна я рабіў, і выясняецца, што далёка не ўсё правільна. І таму гаворка не ідзе, канешне, пра змаганне, як мэту і стратэгію, гаворка ідзе пра тое, як, якім чынам. І гэта ўсё у турме, там, калі Гасподь цябе прытармазіў і сказаў, пачакай, табе трэба трошкі пабыць сам-насам, тебе треба трошки подумать. Ось это вельми плённые частные вопросы. Могут сказать, Паша, ну ты что, уже хочешь еще в турму, так? Нет, туды не хочется, безумовно. Там кепска, в реальности, разумеете? Але я удячный Богу за кожную турму, яку пройшов, потому что разумею, что это классный гад. Это вельми добрый час, який ніде ви не зробите. Навіть коли ви замкнетеся на ключ ад усіх і паспрабуеце вось так посидеть 10-15 суток дома, гэта, конечно, не то. Там усё вельми обвостро, там усё вельми пронизливо, там разумеешь, ну просто насквозь самого себе, свою краину. И для меня особенно важно, что там вельми добро разумеешь Бога. У турме вельми классно молиться. Вот поверьте, самая моцная молитва, какие были у меня, я не скажу за остальных, это были молитвы турмы. До речи, до Бога я так само пришел на Володарце, сидел там по пограничной справе. Тут так само крыху про это есть. Калі камусьці захочется поподробязней даведацца спадарства, тут ёсць 270, здаецца, сторонок вось таких эссе, ёсць фотаздымкі з таких адсідак, таксама вершы, біяграфічныя нейкія звесткі. Калі камусьці будзе цікава, каменное сэрца. Другая книжка з новых... Можно я? Ведаеце, я эту книжку читал, Павла, батька Павла подаровал ее на мой день народжения, и вот там есть верш Анатолий Ивашченко. Анатолий Ивашченко, называется «Адрынутые». Адрынутый я, а ён выделил я. Присвячены Павлу Северинцу. Лічучи то, что сегодня день новый, день вершев, я просто хочу прочитать, ну, вот я ничего не читал более Ивашченко, а вот это один верш, просто таленовитейший поэт. Як здорово написано, послухайте. Отринутые, ты, я, мы, на устных потресканных прыснах зимы, на устных скрывавленных прысок войны, лоб дубальтовку поставила в осень, бы высыпки воспы на теле родил, химии, зоны остроги. Гугли, не знойте ж дороги, до пункта с назовом Куплин. Холодные вочи, неутульные зимы, пошварные плямы на теле родимы. Неутульные вочи, холодные зимы. Плямы мы, нас тысячи, мой миллионы, зяють жнічы сярод гэтай начы, целый народ замкнёны. Колькі таких, кого без вины, шчэнт под испату тыя віры, ці маецца дно у глубині. Хімік, гэта ж ад схімніка, узбочыны скрушна, тарашчыцца крушня, вось сымбаль з чужонага выраю, заўважана служба,
God where are you? Як это по-ангельски? God, where are you? Это як перекладається? Бог, где ты? Бог, где ты? Яны адграбуць, Паша, помни, по полной, хоть что и не наш христианский метод, але ж адграбуць, Паша, ведай. Цудоўна. Цудоўная кніга. Мне здаецца, ўсё, што трэба. Кошт, колькі? Кошт 10. 10 рублёў. Казаў, не. Так. Ну, я сказаў, калі хто жадае. Добра. Далей, дарагія сябры, падзейнік. Коротенька скажу, гэта ідэя маёй жоначкі Волі. Яна вельмі любіць весці штодзённікі, таму што я вельмі шмат справаў, і запісваць туды нейкія парады ці свае нататкі. І шукала, не знайшла беларускамоўнага нататніка, да яшчэ з хрысціянскім сэнсам. Таму вырашыла зрабіць яго сама, спыталась у мяне: Паша, ну як ты думаеш, колькі людзей разбяруць? Я кажу, ну, может, человек 10. Белорусская, да еще и христианская, это вельми обмежевано, будем так казать. Сегмент рынку, коли казать так. Я кажу, ну, добре, я зраблю, там поглядим. И уявите себе, на Толоце збирали для того, как выдать эту книжку, больше 200 человек замовили, я попередний. Яшчэ каля 200 набылі гэтую книгу у Менску, зараз это такі пэўны хит. Некоторые костелы нават набывали там и пачаками. Ну и кому цікава господарство, это парады, як правильно размяркоўваць свой час. Гэта, конечно ж, кожны дзень, як правильно выхоўваць у сабе добрыя звычки и так далее, и так далее. Падзейнік. Насамрэч такого слова еще не было, это вынайдзена, слово выдумана. Ёсць штодзённік, ёсць нататнік, а гэта падзейнік. Якія падзеі вы плануеце, якія вы збіраецеся рабіць, можна записываць вось тут. Кошт яго 15 рублёў. Як хіт, ён будзе, конечно, дарагаваты, ну, але можа камусьці прыдасться. Беларуская хрысціянская азбука, якая уже была ў Воршы, на кожную літару беларускага алфавіта вершик беларускі, запамінальны, каб дзіця магло паўтараць яго, і маляванка. Вы бачыце, дзіця можа ўзяць каляровы алоўку, грэйдачку ці фарбы і адначасова пісаць і маляваць. Это такая чытанка-маляванка. Мой тата аўтар вершаў, ізноў жа Волечка, моя жонка, яна выдавец гэтай кніжкі. Гэтая кніжачка 7 рублёў каштуе любому дзіцяці, ну, у кагосьці ёсць дзеці, у кагосьці ёсць племяннікі, у кагосьці ёсць каму падараваць, у бліжэйшы дзіцячы садок. Вось беларускую мову можна пачынаць менавіта з беларускай хрысціянскай азбукі. Кніжка 100 асобаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Кніга пра тых людзей, якія дамагаліся свабоды для Беларусі на хрысціянскіх каштоўнасцях. Тут, дарэчы, ёсць і знакамітыя асобы кшталту Магдалены Радзівілы, Яна Пазняка і Зянона Пазняка. Ян Пазняк — это дзед, Зянон Пазняк. Зянон Пазняк, напэўна, усе ведаюць. Ёсць і знакамітыя аршанцы, напрыклад, Мікалай Крупоўскі, знакаміты філосаф, эсеіст, якога ведаюць за мяжой больш, чым у нас у Беларусі. На жаль, вось у Воршы да гэтага часу нават і вуліцы імя Міколы Крупоўскага улады не спадобіліся назваць. Тут ёсць людзі, якія ахвяраваліся за Беларусь, я ўжо распавядаў пра гэту кнігу і пра яе герояў. Коротенька толькі магу сказаць, менавіта імёнамі такіх людзей павінны называцца вуліцы і плошчы беларускіх гарадоў. Вы самі гэта зразумееце, калі прачытаеце кнігу. Такой ахвярнасці дзеля Беларусі, такой самаадданасці, ну, рэдка сустрэнеш. Гэта вот 100 гісторыяў пра герояў. Тых людзей, якія пачыналі беларускі рух у 20 стагоддзі, якія змагаліся ў міжваенны час, тых, які ў 90-е гады спрабавалі пашырыць прастору беларускасці і хрысціянства ў Беларусі. Ну і таксама, акрамя гэтага, 30 дасье на сучасных хрысціянскіх дэмакратаў, біяграфіі тых, хто стварае хрысціянскую дэмакратыю цяпер. Калі ласка, запрашаю, коли кому-то цікаво. Да, Павел, в чате вас спрашивают, где можно купить? Видимо, в интернете, наверное. Можно тут, можно зайти на Кроплю.бай. На Кроплю.бай. Кроплю.бай, интернет-крамка, там такие книжки есть. Ну, там трошки дорожей, тут на презентациях будет трошки танней. Так что звычайно лепш на презентации. Белорусская христианская демократия 1917-2017. Это книга про основную политичную идею у истории Беларуси.
Я не памыліўся, менавіта хрысціянская дэмакратыя з'яўляецца палітычным хребтом беларускай нацыі, беларускай гісторыі. З часоў полацкага княства вечавай хрысціянскай дэмакратыі, з часоў Великае княства літоўскае, это шляхецкая хрысціянская дэмакратія. Хрысціянская дэмакратыя 600 гадоў кіравалі Беларусю. І вось гэта быў час самастойнасці, гэта быў час незалежнасці, это быў час, калі беларуская мова была дзяржаўнай. Хто не верыць, калі ласка, ўсе факты вось тут у гэтай кніжцы. Пачынаючы з Іісуса Хрыста і ягонай пропаведзі, якая лягла ў аснову хрысціянскай дэмакратыі, і завяршаючы гісторыяй хрысціянскай дэмакратыі цяпер. Кожная глава прысвечаная кожнаму этапу развіцця гэтай ідэі з спісам людзей, якія ўдзельнічалі ў яе ажыццяўленні. Вы бачыце каротенькую біяграфію тут ёсць. Са зборам фотаздымкаў, дзякуй Інстытуту гісторыі і літаратуры ў Менску, які прадаставіў нам гэтыя фотаздымкі. І таксама здымкі сучаснай хрысціянскай дэмакратыі, некаторыя з тут прысутных могуць тут знайсці сябе, потому што это ўжо гісторыя з 2009 по 2017 гады. Плюс у адной гэтай кнізе яшчэ і праграмы хрысціянскіх дэмакратый за апошнія 100 гадоў, включаючы і актуальную праграму «Народная партія з хрысціянскім сэрцам». Калі камусьці цікава, як беларусы маглі стварыць не проста палітычную сістэму, а цэлыя дзяржавы, цэлыя цывілізацыі на аснове дэмакратыі, беларускасці і хрысціянскіх каштоўнасцяў, як магла з'явіцца цывілізацыя КЛ, берыце вось гэта, таму што ў сэнсе паліталогіі асновай ідэі полацкага княства, Великае княства літоўскага і адраджэння Беларусі была менавіта хрысціянская дэмакратыя. Яшчэ раз нагадаю, тут біяграфій шмат каго з тых, каго дакладна будзеце ведаць. І Зенон Пазняк, тут і Юрась Хадыка, і Магдалена Радзівіл, Адам Станкевич, Вінцэнт Гадлеўскі. Людзі, якія павінны быць, ну я не знаю, вывучаныя ў школе літаральна з першага, другога, трэцяга класу. Яшчэ адна кніга пра Беларусь, чарговае перавыданне «Люблю Беларусь», энцыклапедыя 200 феноменаў беларускасці, беларускай нацыянальнай ідэі. Для тых, хто яшчэ не бачыў гэтай кнігі, коротенька скажу, з'явілася ідэя скласці сваю асаблівую энцыклапедыю. Задаюць пытанне, што такое Беларусь? 200 адказаў. Бярем бренды, самыя раскручаныя. Напрыклад, Днепро, Песняры, Бел-Чырвон-Белы сцяг, Ефросіня Полацкая, Бульба, Белас, Скарына, все, карацей, просто літаральна ўсё. І па чарзе, канечне мова, беларусачка, мужик-беларус, так, ВКЛ, Рэч Паспаліта, тут ёсць літаральна ўсё. Гэта любімая кніга школьнікаў і студэнтаў, таму што калі вам у навучальнай установе любой даюць тэму па Беларусі, 99,9 у гэтай кніжцы ёсць адказ, ёсць эсэ на этой коне. Прычым з лічбамі, фактамі, нават з табліцамі час ад часу. Ну, напрыклад, 18 нобелеўскіх лаўрэатаў родам з Беларусі. Вы, можа быць, нават і не ведалі, што іх столькі ёсць. Ёсць кожнага год, за што далі, хто і так далей. 100 найлепшых спартоўцаў за ўсю гісторыю Беларусі. Асабліва мужчынам, я думаю, будзе цікава пачытаць, паслухаць. Яны у нас самыя такія заўзятары моцныя. Вельмі цікава будзе паглядзець культурніцкія феномены. Феномены асобаў. 45 самых вядомых беларусаў у свеце. Поўны спіс. Феномены беларускай духоўнасці і ментальнасці. Якія мы беларусы. Все тут. Словам, гэта такая энцыклапедыя, якую рекомендуюць, вось тут на абароце, Владимир Орлов, найлепшы, напэўна, гісторык сучаснай Беларусі, Геннадзь Бураўкін, народны паэт светлай памяці, доктор гістарычных навук Анатоль Петрович Віцкевич і пастор Беларускай евангельскай царквы Эрнст Сабіла, які правёў 13 гадоў у ГУЛАГу. Вось такая энцыклапедыя «Люблю Беларусь» з фотаздымкамі, з фактамі, з дадаткамі. Калі ласка, тут некалькі асобнічкаў у нас ёсць. Мы, дарэчы, выйшла она ў 2008 годзе з фотаздымкамі, але до гэтага часу мы перавыдаем яе практычна кожны другі год, таму што дабаўляюцца факты. Напрыклад, тут уже ёсць Светлана Алексеевич, як нобелеўскі лаўрэат, тут уже ёсць Домрачева, якая выйграла 3 алімпійскія залатыя медалі, і так далей. 4, выбачаюся, 4 алімпійскія. Кошт яе 12 рублёў. Вось гэтых Філарета няма? Філарет? Ён тоже герой. Толькі фотаздымак Філарета ёсць у артыкуле праваслаўя. Дарэчы, тут ёсць артыкулы пра Лукашенко, але не ў спісе асобаў. Яна не з'яўляецца адной з найлепшых гісторый Беларусі, у спісе спорт. В разделе спорт. Спорт. Президент олимпийский, там есть с кружкой в шлеме. Универсал. Так что
калі ласка, прачытайце, што там пра яго. Калі я не згадаў гаспадарства гэтай кніжачкі па 5 рублёў. Ну і таксама я згадаю пра кнігу «Іерусалім», яна ўжо была ў Воршы. А вы скажыце, хто быў на прэзентацыі, дзе прэзентаваўся «Іерусалім»? Падміце рукі, калі можна. Нічого собі, да, крыху былі, але не ўсе. Добра, я коротенька тады распавяду і пра гэтую кнігу. Гэта роман, в адрозненне ад папярэдняй літаратуры, якая ёсць літаратурай факту, літаратурай гісторыі, ў першую чаргу. Гэта мастацкая літаратура. Гэта роман. Прычым толькі першая кніга. Выйдзе 3 кнігі, зараз я рыхтую да друку другую, дай Бог, у канцы гэтага года ўжо будзем прэзентаваць другі «Іерусалім». Роман напісаны за 12 гадоў, і гэта роман пра канец свету, які пачынаецца ў Беларусі. Ну, тут мне пачынаюць сказаць, Паша, можа, ты ўжо паехаў дахам зусім за свае пісаніны, які ўжо канец света пачынаецца ў Беларусі. Як такое можа быць? Ну, ёсць сама менш 2 прычыны, па якіх такая тэма мае права на існаванне. Па-першае, мы пра гэта не задумваемся, але Беларусь зараз гэта полюс зла у рэгіёне. І это справа не толькі Лукашэнку і ягоным рэжымам. Справа яшчэ ў тым, што мы зараз на адным з першых месцаў у свеце па самагубству на душу насельніцтва. Мы на адным з самых першых месцаў у свеце, уявіце. Мы на адным з першых месцаў па ўжыванні алкаголя на душу насельніцтва. Рускіх перапілі ўжо. Мы на адным з першых месцаў у свеце па колькасці абортаў і разводаў. Мы на першым месцы ў Еўропе па колькасці жанчынаў у турмах. Дабаўце сюды Чарнобыль, дабаўце спадчыну камунізму, дабаўце рэжым, і становіцца ясна, што мы з вами не проста ў яме, а можна сказаць, у шахце, з якой выбірацца нам з вами доўга і упарта. Таму я, напрыклад, ведаю, каб выбрацца з гэтай шахты, трэба нам самім высільвацца з усіх сіл і спадзявацца на Бога. Таму што калі мы самі не будзем высільвацца, і Гасподзь не дапаможа, такіх цудаў быць проста не можа, мы проста не выберемся. Але калі мы зробім, што ад нас залежыць, калі Гасподзь дасць рады, то я думаю, што мы выберемся і мы яшчэ зоймем свой пасад міжнародны. Ну а другая прычына, чаму канец свету можа пачацца ў Беларусі, это прароцтвы пра канец свету, і біблейскае прароцтва пра канец свету, яно прама указвае на Беларусь. Менавіта з Беларусі паходзіць большасць габрэяў, якія аднавілі дзяржаву Ізраіль. А прароцтва пра тое, што народ ізраільскі збярэцца ў Палестыну пасля доўгіх стагоддзяў рассеяння, якраз з'яўляецца самым ясным прароцтвам пра тое, што апошнія часы ўжо надыходзяць. Вось это беларускія габрэі аднавілі ўрык, беларускія габрэі стварылі дзяржаву Ізраіль, можна сказаць, беларускія габрэі, 3 прэм'ер-міністры і 7 прэзідэнты і 7 прэм'ер-міністраў Ізраілю, больш, чым з любой іншай краіны. Але кніга не пра габрэяў, кніга пра беларусаў, якія выхавалі, захавалі у гэтым імкненні народу ізраільскага. Пра саміх габрэяў тут ізноў жа кажу вельмі мала. Все пра нас з вами. Кніга не фантастыка, кніга пра змаганне, каханне, беларускасць, пра сэрца беларуса, пра тое, як беларус размаўляе з Богам, пра тое, як ён верыць і узневерваецца, пра тое, як ён змагаецца і дужаецца. Гэта кніга «Іерусалім». Шмат каго вы тут пазнаеце. Шмат што тут будзе для вас можа быць адкрыццём. Кніга заснаваная на рэальных гістарычных падзеях, то бок гісторыя, все, што пра гісторыю тут рэальная. Кніга з'яўляецца пэўным, скажем так, пэўнай галаваломкай, пэўнай крыжаванкай, пэўным, як зараз прынята казаць, квестам. Таму што калі вы звернеце ўвагу на імёны, лічбы, цытаты з Бібліі, то 300 загадак беларускай гісторыі раскрываецца вось тут. Хто з аловачкам любіць чытаць кніжкі і адгадваць загадкі, вось тут галоўная загадка беларускай гісторыі. Звяртайце ўвагу на тое, пра што я казаў. Імёны, лічбы, цытаты з Бібліі. Той, хто трошкі абазнаны ў беларускай гісторыі, ён ужо зразумее, дзе будзе адказ. Хто не гатовы такія загадкі разгадваць, у другім «Іерусаліме» будзе адгадка і правільныя адказы ўжо ў сярэдзіне другога тома. Коротко таксама скажу, што вельмі ўдзячны тым знакамітым беларусам, якія папярэдне чыталі гэтую кнігу і дапамагалі яе адрэдагаваць. Ну, напрыклад, Саюз беларускіх пісьменнікаў, канкрэтна Івашченка, сакратар Саюза беларускіх пісьменнікаў, рэдактар. Вельмі ўдзячны я гаспадару Владзіміру Арлову, які вычытаў кнігу
раздел книги присвечены Полацку, потому что самый лепший полацких историк это, конечно, Владимир Орлов. І вельмі я вдячний за то, що прочитана эта книга за парады Владимиру Прокоповичу Негляеву, які, не глядячи на свою занятость, не глядячи на то, что письменники звычайно кажут, вот як Чукча, да, Чукча не читать, Чукча письменники, пишем только, не читаем практично, что пишут іншие. Ён прочитал, дал каштоўныя заўвагі, ну и вельмі я вдячны, что Владимир Прокопович и господар Владимир Орлов, скажем, прынялі ўдзел. Сама книга, яшчэ раз нагадаю, толькі пачатак. Не зважайце на тое, што яна падасца вам, магчыма, змрачнаватай, потому что книги 3, другая будет посветлей, третья зусім светлая. Гэта такі хрысціянскі канон. Потому что у Бога, ведаеце, спачатку цяжка, спачатку досыць змрочна. Той, хто каяўся і прыходзіў да Бога калі-небудзь пасля, скажем, такой беды, ён это цудоўна ведае, разумее. У Бога спачатку цёмна, потым все лепш і лепш, Божая дапамога ідзе, потым адкрыцці, і потым уже самае лепшае напрыканцы вы трапляеце на небёсы. Д'ябла наадварот, спачатку все класна, круто, а потым все горш і горш, самае кепскае напрыканцы. Таму гэта, скажем, такі хрысціянскі роман, это хрысціянскі канон у пэўным сэнсе. Ну і спроба адказаць на пытанне, што будзе, калі канец свету пачнецца, канец усяго свету, усёй планеты пачнецца менавіта тут у Беларусі. В этом плане Беларусалім это беларусацэнтрычны роман. Все падзеі закручиваются вокруг нашей с вами краины. Гэтая книга тут у двух выглядах. Есть мягкая вокладка, бюджетный вариант 10 рублей, есть твердая 15 рублей господарства. Калі камусьці цікава, яшчэ раз нагадываю, можно набыць тут, можно взять и пасля перавесці грошы на телефон. Дякуй. Может быть, некие пытания по книжках будут господарства? Шановные сябры, я думаю, что лічыцца, что Павел Северинец не только ж письменник, мы все это добра ведаем. Калі будуць пытанні не только по теме мовы, прыгожага письменства, я думаю, он таксама адкажа. Адкажем, Павел? Откажем. Поэтому задавайте любые, калі ласка, пытанні, калі у вас есть. А у кого есть сейчас вопросы? Ранее казак, мы подумали. Ну, Павел, а вы будете выставлять свою кандидатуру на пост? Да, добре, господарство, я одразу скажу. Выборов у нас нема, все про это ведаюць. Замест выборов у нас спектакль. Одночасово у той момент спектаклю за 2 месяца до их проведения и до инаугурации, это приблизно там некалькі тыдняў, может быть месяц пасля, есть такое в окно магчымасці. Калі можна нешта змяніць. У нас, конечно, все залежыць ад аднаго чалавека, так зробленая сістэма ўлады. І калі вось за гэтыя 3 месяцы нешта раптам здараецца, тады ёсць шанец нешта памяняць. Мы з нашими коллегами з Аб'яднанай грамадзянскай партыі, Беларускай хрысціянскай дэмакратыі Руху за свабоду вырашылі правесці праймеріз, каб вызначыць адзінага, хто магчыма, падкрэслю, будзе удзельнічаць у гэтай кампаніі. Можа быць у якасці лідара пратэсту. Может быть у якости кандидата, может быть у якости лидера бойкоту. Такое таксама может быть, в залежнасці от ситуации. Я, например, лічу, что удзельнічаць у гэтай кампании можно только в одном выпадку, калі свеціць форс-мажор. Калі у Лукашэнкі штосьці здараецца са здароўем, калі сюды ўламваецца Россия, калі пачынаюцца пратэсты, например, такой палацавы пераварот адбываецца, тады ёсць магчымасць беларускаму народу сказаць свое слово. Потому что зараз, поверьте, зараз галоўная альтэрнатыва сярод массы людей у Беларуси. Главная альтернатива Лукашенко – это не мы с вами, это не оппозиция, ни Поздняк, ни Старкевич, ни Северинец, это Путин. Люди кажут так, я объехал больше за 100 городов и вернулся в апошний год, люди кажут, прийде Россия, наведя парады. Но я тут же начинаю спрашиваться, какие парады вы в России парады бачили? Да, не было. Классики российские пишут про российские парады, там жах просто. Тем не меньше люди в этом телевизор им это дает. Для того, чтобы они убачили нашу альтернативу, нам потрібен один голос. Тому що зараз Зенон одно, Микола другой, я їх всіх вельми поважаю. Але вони говорять вельми часто суперечливі речі. Часом там свараться один за одним. Да? Лебедька третья, Козулин четвертая, там, Веленкевич пятая и так далее. И люди просто губляют, скажут, ну слухайте, ви нам вот об'єднатися поміж собою не можете, що вас слухати. От Путин там ясно, він прийде, там, що він говорить, він главний, у його сила і так далі. І нам треба вибрати ось гэтага адзінага, по крайней мере, хотя бы сярод правоцентристов, хотя бы сярод тых, кто готовы яднаться. Может быть, кто-то долучится, может быть, кто-то примкнет до этой кампании.
І гэта будуць адзіныя сапраўдныя выбары. Может быть, за апошнія 20 гадоў это будуць першыя рэальныя выбары, потому что мы будем просто приезжать сюды, выступать перед вами, тут стоит скрыночка, у вас на руках бюллетени, выступил один, другой, третий, четвертый, вы послухали, поставили галочки, кто вам больше подобается, тут же ваши сябры, вы сами, які в комиссиях, полечили, и все, Ворша проголосовала таким и таким чином. Это в интернете, это в соцсетках, это поширается. Люди приходят, и больше, чем 70 городов Беларуси, плюс, конечно, 9 районов Менску, такие встречи отбываются. Отбываются як у Штатах, перед обранием кандидата, праймерис, попередние выборы. И вот гэты один лидер, он уже сможет спокойно ехать. Ці брэсцкія акумулятарныя пратэсты, па пенсіях пратэсты, па дармаедскім дэкрэце, это будзе ўжо альтэрнатыва, это будзе ўжо, скажем так, ну, адзін і з'яднаны, упаўнаважаны там тысячамі людзей голас, які ну, гатовы заявіць права беларускага народа. Бо зараз нават калі форс-мажор, хто тут першы будзе падымаць уладу, якая раптам упала? Да? Паплечнікі Лукашэнкі? Не варыянт для нас. Россия? Не вариант для нас. Европа сюда войски не пошли, поверьте. Не пошли. Спадар Лісовскі буде поднимать. Спадар Лісовскі, ну, мы бачили, як він поднимає, як він ховався під час протестів, виглядав за фіраночки. Спадар Лісовскі, я думаю, що так само не варіант. Так ось для того, щоб гэта було, нам потрібні ось такі один. І ще раз нагадаю, це не один кандидат, покуль ще. Невідомо, що ці будемо ми удільничати. Таке рішення треба ще прийняти буде. Это будет просто лидер. И тому я запрашаю, когда з'явится поведомление, что у Ворши будут праймерис, дорогие сябры, не полянуйтесь, придите, зробите свой выбор, послухайте одного, другого, третьего, четвертого. Что тычить мяне, то мяне вылучила белорусская христианская демократия, я буду представлять на этих праймерис ВКД. Ну и так само с задоволеннем, як приеду, тады уже откажу на ваши питания, откажут іншие коллеги, там Юрась Губаревич от Руху за свободу, там Николай Козлов от Об'єднаної громадянської партії. Махчима долучиться ще хто-небудь з партії Зелених, іде розмова з БНФ, іде розмова з соціал-демократами. Махчима так само хтось із. Запрошаємо усіх, ну, може бути, окремя там тих, хто гуляє в іншій команді, скажімо, тих, хто гуляє на боку Лукашенка. Гайдукевича не запрошаємо до тих праймерис, наприклад. Не запрошаємо, говори правду, і не так само, особливо ожидання. Не запрошаємо Лаховича, зрозумілої причини господарства остатніх, усіх, звісно, чекаємо і запрошаємо. Так що, дорогі сябри, ось коротко. Ось такий політичний розклад. Такий розклад. Ще питання немає. Коли буде індивідуально, коли ласка. Значить, шановні сябри, тепер объяву. Ну, объяву, господар этой хаты. Завтра молодь профсоюза РЭП проводит такую встречу и размову об тем, что нема праці у нас в регіоні на сьогоднішній день і нема ніякого заробку. Буде розмова йти об нескольких поездках в Польшу. Поэтому, у кого есть молодые люди, не обязательно члены или сябры. Молодые это до скольки? В 11 годин завтра. Молодые это до скольки годов? Ну, до 45 давайте. Нормально, да? Мы уже не молодые. И у кого есть виза, да? Нет, потом уже остальное вообще робится. Давайте тогда приходите, послухайте. Это не обязательно разовая акция, это будет на 2 года, на 3 года, если здоровье копить. Поконкретнее, там будут какие-то именно вакансии? И вакансии тоже. Есть целый пакет набор вакансий. Вам завтра все подробно расскажут. В 11 годин тут. Самі сябров берите, які ожидають попрацювати. Не надо только, которые колются не треба, пьют и лодеру. Им будет оказана помощь в многих вопросах. Во многих вопросах. Завтра вам Через профсоюз РЭП. Дякую. Ну, а тепер, шановні сябри, переходимо до приємного. Це узнагародження переможців виживанки, значить, автографи Павла Северинця. Значить, Микола Іванович Комаровський об'єктивно і чесно перевірив виживанки, відкази. Ну, по-перше, я не ведаю, як тут поступити, прочитати. От тут є відкази, хто цікавиться в конце, прийдіть, візьміть відкази і прочитайте. Тому що довго все-таки по горизонталі 37 і по вертикалі 37. Це буде вельми довго. Ну, а Микола Іванович перевірив відкази і визначив місце.
Значить, зараз ми узнагародимо. Павел Северинец привез книжки, і він буде узнагароджувати. Зараз Павел Северинец, я буду читати, він буде узнагароджувати. Хто буде узнагароджений, підходьте сюди. Перше місце з найбільшою кількістю правильних відказів 25 зайняв якраз господар цієї садиби Василь Тихонович Береснев. Ему Гиревичу сдавал экзамен. Ясно, чому. Другое место, за 24 на 1 голос менее занял Игорь Кашмерчак. Молодежь отстает. Не, покуль еще. Чего я отстаю? Уже не молодые, стали. Хоть не женат. Вельми приемно, что 2 третьих места с отказами огульными 21 поделили наши цудовные женщины. Светлана Купашняк и Кучинская Лена. Калиласка. Нет, откуда было списать? Нет, оказывается, она не ведала. Не ведали, никто ж не ведал. А все были уроды. Это же не выборы, как у нас. 4-е место, четвертое место, что-то Микола Иванович написал с 15, 19 баллов плюс спадарня Щечаненко. Это кто? Чеканенко. Чеканенко. Во, эти. Молодец, вот. 5-е место спадарня Семенова. Кто? Дякую вам. 6-е место, я не ведаю кто, спадарня Стаин. Спадарня Стаин, Калиласка, подойдите за 6-е место. Добре. 7-е место Спадар Разумный. Судя по прозвищу, повинно быть перше, повинно было первое место. Я буду опошний. Схалтурил, да? Видайте. И 7-е место еще Спадар Киселев. И так, чем? Ага, правильно. Ой, виноват, я пропустил. 6-е место спадарня Козлова. А8. Евгения Евгеньевна Калиласка. 6-е. 7-е место я назвал. Ну и 8-е место Микола Иванович, да, отдает спадару Владимиру Усику. Усик? Учителя за этого немного. Все, віншуємо. А ви ж обіцяли за опошнє. За опошнє місце. Тише, ну. Молодець, правильно. Так я наоборот. Зараз подумаю. Есть рыбка. Есть рыбка. Я знайду. Молодец, запомнил. Так, опошнє Рыбка місце. на магнит. С орнаментом белорусским. Самое опошнее место, это самое, колькость баллов 0. Я не ведаю, як это относится. А отрималося, але заняв спадар Юраш Камишка. Так що віншуємо. Шановні шабри, дякую вам велике за то, что вы принимали удел. Я думаю, что наступный год, вирішуючи те, что такая цікавость для нашего свята, для мови, мы самой, напевно, больше помешкання у готелі. Было человек на 50.
Ну а зараз кожний отримає плакат нашого земляка. Так само бачив Цудовна, коли цудовні земляки Ніколи Купали, які присвячені Дню міжнародному дню родної мови. От я вам роздаю тут коля 40, кожному копіть по одному, коли ласка возьмите. Вот починайте вы по одному только, потому что более да, возьмите по одному, потому более не можете. Значит, он есть, просто я не подключил сейчас. Шановні сябри, я щиро дякую за те, що ви прийшли, за ваші радісні, веселі, чудові тварі. Ну а зараз, коли ласка, підходьте зі своїми диктовками, отримуєте автограф Павла, підходьте, купляйте його книжки. Дякую за увагу, до наступних зустріч. Раздавай. Все, вот такой вот плакат раздали. Всем участникам. Коли ласка, по одному берите, только коли застанется, дайте на коридоре что-нибудь. Я уже две схватил. Саша! Оживился немножко народ тогда. Сейчас купим сыну книжку. Там стулья стоят. А руки не болят немножко? Нет, руки не болят. Я же специально купил моноход, чтобы руки не болели. Штатив я не стал с собой брать, сильно будет. У меня трехнога была. У меня есть. Помогли, сломали резьбу. Завтра, наверное, возьму и то, и другое пригодится. Будем смотреть, там на погоду нормально будет, тепло. Ну, там в Бресте вообще тепло. Это у нас тут морозы такие, а там у них вообще... Мне с Бреста звонят, ну, по работе как раз, и предлагают ехать. Куда я поеду зима? Какая зима? У них там тепло, там плюс 5, там было плюс 8. Да. Не вопрос, я сел на машину и приехал к вам. Лишь бы платили. Ну, в СД, как говорят. По безналу. Не вопрос. Потом посмотришь стрим. Только смотри в наушниках хороших, чтобы звук было слышно. В наушниках, да, так лучше. Одни пишут, звук плохой. Я беру телефон, если нормальный телефон, но звук нормальный. Ну, тоже телефон надо знать. Я все равно, я в наушниках, может, на такие плохие. Мне приходится на максимум. Спасибо вам тоже, кто смотрит, кто слушает. Делайте репост, подписывайтесь на канал. Улыбайте, колокольчик. Комментарии, говорится, да? Подписки, подобайки. И, конечно, не забывайте про донаты. Если хотите больше мероприятий из разных городов, потому что, к сожалению, у нас такая еще бесплатно не вкусно. Нас обманули. Так что надо платить. Да, и лучше, если за билеты надо заплачивать. Все элементарно. Связь. Связь, да, есть пока, как говорится, самое больше всего билеты, конечно. Потому что время, ну, допустим, она начнется у меня работа, там на меньше никогда не было. Просто если я еду, мог бы отзвониться, надо, допустим, если не надо, зависимости от мероприятия. Ну, тут понимаешь, тут не угадаешь, это надо мероприятие и время. Да, какое-то мероприятие, но я завтра не сказали. Завтра список вакансий. Ну давай. Треба запрошення отримати з Польщі. Они сказали сделают. По работе в Польше у них написано город, условия проживания, потом оплата почасовая. Я зазвонил сюда.
Поэтому пускай по жене после Кидалова, да? Если не может быть Кидалова, потому что это профсоюз между собой. Договора заключили. Там были и Смотри, что на улице творится. понятно. Там были и водители, разнорабочие, там и на фабрике были работники. Был телевизионный завод. Это, скорее всего, конвейер по сборке телевизоров. Но современные телевизоры, они же не 50 килограмм, понимаешь? Там все, я сейчас смотрел, я тоже тему эту. Платы появятся роботы, а вот все основном сборка комплектов и подключение фишек. Там. Я вот на этом тыке созванивался с машиной, ну, там, я в Ютубе начал, из Минска, я уже там, наверное, в году, я поехал из Минска в Польшу працевать. Настройку арматурщики. Настройку я не Ну, по профессии. Там же и маляры, штукатуры, там своя особенность. Ну и по зарплате выходит 7000 это условных единиц. Чистый. Да? А даже часы. Все зависит от часов, да, година. Не, понятно, я просто говорю, когда ты говоришь 700, то 700 там это чистыми, да? Без учета налогов, проживания. Все. Нет, да, ты полноторную карту отрываешь. Ну, опять же, часы. Я проживание 100-200 злотых, ну это высчитывается там зарплата тебе идет. Но, опять же, у нас работает 160 часов в среднем в месяц, да? А там треба будет... Нет, так дело в том, что работают на обычной работе. У нас те же самые строители, они не работают 160 часов. Они здесь у нас переработкой занимаются там не 200. А там условия 8-часовой, 10-часовой или 12-часовой рабочий день. Ну тяжело 12. Я глядел блогерів українців, які по 12 годин працюють, і у суботу 8 годин. Ні, це так складно. Ну я хотів заробити, хто хоче заробити, но це ні. По 12 годин працювати і... А на работу с 6 утра, допустим, до... Ну, это у них умова злицения, но да, до 16. А вот я хотел бы, конечно, умова працы. И там от годы наплачивается плюс 20%. Но опять же, если в Польше работаешь, там же идет, получается, первую неделю проходишь медкомиссию. Ну, не комиссию, какая-то, как называется, шкаление, обучение, шкаление. Не, ну кому как, все на любителя. Где можно будет посмотреть? А это идет прямая трансляция онлайн сейчас на YouTube, канал Серый Кот. По-русски Серый Кот называется, да, подписывайтесь. Там много трансляций, и которые в Орше все большинство, и трансляции в Могилеве, Витебске, Минске. Я сегодня вечером поеду на кормление голубей в Брест, протест против аккумуляторного завода, оттуда будет стрим. Завтра днем где-то 12 часов. И много чего другого, да. Увидите этот стрим. Начиная от парка, когда мы там... Серый кот. Да, Серый Кот. Можете поискать, сейчас найдете там. А какой плюс стрима, что пишется? Тем, что потом можно будет через воду, там, 5-6 лет зайти посмотреть. Да, понимаешь, понимаешь, как это все развивалось, события. Такие мероприятия, я смотрю, очень мало. Тут, например, с прессы никого вообще. Чего? Какие-нибудь опросы робить на улице? Во-первых, у нас опросы запрещены. У меня были такие идеи. Нет, просто если ты занимаешься 100 запросами, это считается запрещено по закону. Запрещено фотографировать с президентом, например, по закону у нас. Ты должен... Конечно. Есть, сейчас не скажу. Если тебя поймают на улице менты за созданием соцопросов, то тебя могут напаять что-то. Две организации, я думал, есть разрешение на это. Да. Я вообще думал об этом по поводу того, чтобы проводить опросы. Я даже на одних стримах говорил, что собирался, например, на рынке у нас провести. То есть, я видел, что очень пусто было у них спросить, но потом подумал, что это бесперспективно. Там вряд ли кто-то что-то скажет. Будет, скорее всего, бояться. Я вроде так все такие темы знаю, и надо мне почитать, погуглить. Надо. Про нашего президента сделал маленькую карикатурку. За эту карикатурку Следственный комитет, как положено, уголовная проверка, да. А где ты ее уложил? А я в одноклассниках, ну простейшее, там без оскорблений. И как это? Позвонили, выходите на... Приехали домой, как положено. Сколько шагов прошел? Недели 2 где-то. Все, залезли в одноклассники, нашли, когда, где, что сделали. Хорошую такую карикатурку, плешивую обезьяну на там вилы. нет оскорблений, ничего. Там, допустим, как-то, ну, тот же самый вопрос, Саша, где 500?
Нет, Фрида, новостей сегодня, наверное, не будет. Сейчас я уже смотрю время. Надо будет еще поговорить с председателем ячейки профсоюза РЭФ. И вечером я вернусь, не знаю, сколько часов, 6 может будет. А уже после 7 там надо будет готовиться и ехать. Так что не, наверное, надо будет поесть, немножко собраться, перезарядить аккумулятор. Не получается, Фрида, по времени просто не получается провести новостной стрим. Саша, с Акаевым пришел? Акаев был президентом. Ну я знаю, его ж погнали потом. Нажимаешь, он загорается, системный код. Он в Турции. Под Москвой живет. Не, Ущерб невозможно доказать. Да, я сказал, что он жил под Москвой. Может быть, ну там осталось что-то. А потом он уехал в Турцию. Вот они пришли к тебе? Бакиев его заменил, Бакиева потом чуть не побили там. Ну, жил. А завтра я буду весь день в разъездах. То есть я утром приезжаю около 6 утра в Брест, потом днем я там провожу стрим, а потом вечером, наверное, часов, не знаю, там во сколько, 7-8, может быть, вечера возвращаюсь назад, и к утру, часам к 3 ночи, понедельника я буду дома. Понимаешь, Фридом? Слишком долго. Ни сегодня, ни завтра, ни понедельник, до вечера ничего точно не будет. Потому что я буду немножко занят. Все, на следующей неделе, короче, новости. Если ничего не произойдет. По-моему, там один. Ну, будем тогда чекать, давайте. Ну, в понедельник вечером, может быть, посмотрим, если это как бы актуально. Это будний день, как-то, не знаю, не особо. Можно разбираться. Лучше в следующие выходные. В понедельник, может, там ответы на вопросы по Бресту, что-нибудь такое. А он идет прямо сейчас в эфире, это прямая трансляция на YouTube канал. Тебя с праздником. На YouTube. С твоим праздником, настоящим. С нашим огульным. Подписывайтесь на канал Серый Кот на YouTube. Там идут все стримы с мероприятий, которые проходят здесь, по возможности, о которых я знаю. Все-таки надо Серого Кота брать на ставку, нет? Что? Брать на ставку и на полставки. Так он уже у Госдепа на ставке. Не-не-не, я уже еще его на полной ставке, да, у Госдепа, потом кто там еще, Польша там. Подделка была. Да. Пиндосы всякие, гейропейцы. Не, ну так не бывает. Такой халявы не бывает. Так часто, чтобы там кому-то что-то сыпалось. Потому что в основном все поездки идут за свой счет. А мы просмотримся, мне вот цікаво, прям конкретно, кто будет робить, когда я скажу, кто мне будет робить за обращение. А можно сейчас пару копий сделать? Посмотрите эти документы по работе, которые приглашение. Этого нет, это у Тихоновича, это не я. Просто сейчас могли быть в интернете немножко было. Дайте к Тихоновичу. Не, я с утра, я перед... Тихонович это господар, который? Да, старший. Но вакансии есть там и десятки, и более вакансий. Опять же, того, у кого нет выхода здесь... Да, надо по другой причине, надо вступить будет, с ним поговорить, сейчас надо будет вступать в рэп, готовиться. Плюс поездки в Польшу на работу. Посмотреть европейский образ жизни, как они там живут, да? Другой язык получить, плюс. Посмотреть менталитет их какой. Не понравилось месяц-два, всегда же можно вернуться, правильно? Да, это правильно. Я про другое говорю, надо готовиться, надо вступать в рэп, готовиться к протестам тунеядских. Так не только рэп. И к выборам. Здесь зимой, допустим, делать нечего, межсезонье. Люди сидят, только там в бар ходят, выпивают там с друзьями. Ну, без толку. Туда поехал, даже если ты чистыми заработаешь там $500-600, ты их заработал, ты же их не украл. Тем более налаживаются связи новые. Может быть, еще
Так, ну вот, что хотел еще сказать. Батарея уже садится, надо будет потихоньку возвращаться. Мероприятие закончилось. Надо будет подзарядить батарею для завтра. Напоминаю всем, что завтра в 12 часов будет стрим с кормления голубей, если все нормально пройдет. Покажи глядачам воршу с балкона. Вот. Поэтому смотрите. Возможно, будет еще стрим там с какой-нибудь, не знаю, с ответами на вопросы. Артем обещает подъехать там Васп и другие еще, может быть, будет. Поэтому, может, проведем отдельный стрим какой-нибудь совместный там с ответами на вопросы. Ой, извиняюсь. Так, вот, я выхожу на балкончик. Тут на Комсомольской 16. Прикройте, если что. Вот он вид. Вид части центра Орши, да. Если кто-то не видел. Напоследок вам хочу показать перекресток. Погода сейчас, конечно, не ахти. Дует довольно-таки ощутимо ветер такой порывами. Мокрый снег идет. Но как бы город живет своей жизнью, и уже чувствуется весна, когда солнце особенно ходит. Скоро весна, скоро день воли. Уже осталось меньше месяца. Готовимся к выборам. Борщеварка сказала, в декабре, возможно, что-то. И шикаем, растуемся. Да. Готовимся, да, обязательно. Надо быть готовым. Ну все, на этом спасибо, до свидания. Стрим завершается.